Друзья, всем привет! В этом сюжете сегодня мы увидим открытие испытательного полигона Северо-Восточного федерального университета, где в наших суровых зимних условиях при температуре ниже 35 градусов проводит свои испытания зимних шин компания Bridgestone. Вот, за моей спиной находится тот самый автомобиль, на нем секретные новые шины Bridgestone. Ну и, соответственно, испытания проводятся здесь именно в зимнее время года. 70 гектаров площадь этого полигона, друзья. Ну, в общем, как все это было, проходило торжественное открытие, ну и несколько фактов об этом полигоне мы узнаем в этом сюжете. Очень хорошие трассы, длинные протяженности, очень качественный снег плотный, это большая редкость, и естественный лед. То есть это все условия для того, чтобы проводить зимние испытания. Зимние шины, они на самом деле должны показывать себя во всех режимах, от -5 до -50. Но, к сожалению, раньше не было таких условий, чтобы можно было проверить шину там -35, -40. Вот, и никто не знает, как она себя ведет. Здесь это интересно сделать. Получается, открываются новые возможности. Да, конечно. Да. То есть шинопроизводитель, он может только предполагать, как его шина будет вести себя в суровых зимних условиях. Здесь он может это все проверить. Хранилище шин, но по понятным причинам мы его открывать не имеем права, потому что там находятся шины, которые представляют собой коммерческую тайну. Мы не имеем права раскрывать, что испытывают наши заказчики, наши клиенты. Мой русский плохой. Переводчика Томаса translate. Я очень рад, что построили такой великолепный полигон, такой офис, и я очень всем вам благодарен. До прошлого года мы испытывали на Хатынь-Юревском полигоне, который был очень маленьким. Прямой трек был около 300 метров, а криволинейный был около 800 метров. На самом начале этого проекта даже не было и газа, и электричества, получается, да, и -40, а внутри здания ощущалось -34. И в таких условиях мы работали. Мы работали, получается, снаружи стоял трейлер маленький, и мы там согревались и потом работали. Я очень надеюсь, что вот сейчас и потом дальше в будущем мы будем дальше также развиваться и также будем тестировать шины. Я думаю, это огромный шаг для не только нашей республики, но и Российской Федерации. Я думаю, что на каждой шине в будущем не только Bridgestone, но и других производителей будет стоять клеймо «Испытано на полигоне СПФУ в Республике Саха-Якутия». Это будет брендом. В Канаде, везде в таких же условиях, да, в Арктике, где будут использоваться эти шины, все будут знать, что они испытаны в нашей республике.
И благодаря вам и всем присутствующим здесь. Всех с праздником. Большое спасибо. Сегодня 1 февраля, и мы присутствуем с вами на очень знаменательном и важном для нас событии, на открытии испытательного полигона автомобильных шин. Этот объект имеет большую историю. Мы первые испытания проводили на нашем старом автодроме, там, где мы готовим водителей категории С, водителей грузовиков. И испытания представляли собой, испытательные треки, это вот, можно сказать, эти, наши упражнения, только чуть-чуть удлиненные и с виражами. Первые испытания у нас проходили даже в теплушке, и Аяма-сан грелся даже от печки. Вот представляете, какой он герой. А сегодня мы уже открываем такое прекрасное здание и имеем возможность строить самые разнообразные треки, уже используя потенциал большого земельного участка. Сегодня полигон представляет собой 4 испытательных тестовых трека, 2 из них снеговых, 1 прямолинейный. Мы, завершили основные земляные работы и построили прямолинейный снеговой трек длиной 1 километр, шириной 30 метров, но сегодня нам достаточно для испытаний 400. И построили еще одну криволинейную снеговую трассу длиной 1 700 метров. И также на соседнем озере мы построили силами наших дорожников, наших же студентов, наших преподавателей 2 ледовые трассы. Одна трасса имеет размеры 100 метров на 30 метров, вторая трасса порядка 850 метров. Эти трассы у нас подготовлены в соответствии с требованиями Bridgestone, которые они предъявляют при проведении тестов. Снеговые у нас в целом соответствуют правилам ЕЭК. И для нас очень лестно то, что господин Аяма-сан очень хорошо и высоко отозвался о качестве подготовленных нами трасс. Он отметил, что такой уровень подготовки, такое качество снегового трека, прямого снегового разгонного трека, он видел только в Северной Америке. Поэтому для нас это очень лестный отзыв, и мы им очень-очень дорожим и надеемся, что заказчиками, клиентами нашего полигона станут и другие шинные компании, не только России, но и мира. Добро пожаловать на наш полигон.